Издана книга под названием «Перевоспитание мусульман Синьцзяня», автором которой является профессор истории Американского университета Джорджтаун и известный уйгуровед Джеймс Милвард. По предварительным данным, книга выйдет в продажу 7 февраля и станет первой книгой, в которой описываются китайские лагеря. Информацию о книге Милвард разместил на сайте электронного журнала «Обзор библиотек Нью-Йорка». В книге подробно описывается количество заключенных, размеры и функции лагерей. Проводится анализ исторической и политической составляющей репрессивной политики Китая и кризиса, постигшего уйгуров. Милвард считает, что основным фактором является ошибочное представление коммунистов об исламе и его роли в жизни уйгуров, и политика ассимиляции, ставящая ханьцев на первое место. По словам автора, после захвата Восточного Туркестана Китай при помощи созданного им исламского общества уничтожил традиционный уйгурский суфизм, поддерживал так называемый ваххабизм и способствовал распространению различных сект, разрушивших религиозную целостность уйгурских мусульман. Милвард утверждает, что Китай с одной стороны поддерживал и подпитывал салафитскую идеологию в Восточном Туркестане, а с другой постепенно разрушил многовековую традицию уйгуров. По сообщениям радио «Свободная Азия», 16 января заместитель президента США Марк Пенс выступил с речью на собрании генеральных консулов США при Министерстве иностранных дел. Марк Пенс поделился информацией о грядущих радикальных изменениях во внешней политике. Особый акцент был поставлен на свободу вероисповедания. Он напомнил о важности свободы слова и прессы для США и выразил обеспокоенность нарушениями религиозных свобод. В качестве примера Пенс упомянул тибетцев и уйгуров, страдающих от китайских репрессий, и подчеркнул, что отныне внешняя политика США будет направлена на борьбу с религиозной дискриминацией. 17 января пресс-секретарь МИД Китая Ху Чуньин выразил недовольство словами Марка. Ху Чуньин дал понять, что США не имеет права указывать Китаю. Аналитики считают, что вероятность компромисса и решения кризиса между США и Китаем невелика. По сообщениям информационного агентства Японии от 20 января, 10 китайским практикантам запретили въезд в страну. Китайских студентов депортировали с аэропорта города Айчи. Напомним, что соглашение по обмену студентами между Японией и Китаем было приостановлено в связи с пропажей китайских студентов в ноябре 2018 года. Но несмотря на это, Китай без каких-либо объяснений продолжает отправлять студентов в Японию. По информации «Голоса Америки», 18 января в Мексике произошел взрыв нефтепровода, в результате которого погибло 85 человек, а число пострадавших достигло 74. По предварительным данным, взрыв произошел из-за действий контрабандистов. Президент призвал бросить все силы для устранения последствий взрыва. Ежегодно Мексика теряет $300 миллионов по причине хищения нефти.